Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии провел ряд встреч по важным для граждан республики вопросам. Представители Минсельхоза посетили частное хозяйство сельчан, которым была оказана помощь в рамках программы развития сельского хозяйства. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами. 75 человек обратились на данный момент в рабочую группу по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и материнский капитал. Президент Абхазии Бадрагунба встретился 24 июня с группой женщин, обеспокоенных ситуацией с получением пособий и связанными с этим правовыми рисками. Глава государства сообщил, что сейчас группа занимается составлением полного списка лиц, получавших пособие, что позволит заняться решением проблемы в комплексе. В свою очередь, пришедшие на прием к президенту женщины отметили, что, оформляя пособие для детей, не осознавали, что нарушают российское законодательство, поскольку внешне все выглядело вполне официально. Мы будем обсуждать эту тему с нашими коллегами из Российской Федерации и искать пути решения проблемы, сказал президент. Президент Абхазии Бадрагунба встретился с начальником управления капитального строительства. Демир Гамисоня доложил о ходе выполнения ранее данных поручений. В ходе встречи президент также поручил Гамисоне отреагировать на ситуацию с домом-музеем Дмитрия Гулия, который нуждается в поддержке. Прошу вас ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в доме-музея Дмитрия Гулия. По имеющейся информации, там есть определенные сложности. Прошу среагировать, изучить ситуацию и доложить для решения тех возникших проблем в доме-музея. Для нас это очень важный объект историко-культурного наследия, наследие, которое нам оставил Дмитрий Гулия. В этой связи мы особое пристальное внимание должны уделить. Материалы о встрече президента с начальником УКС смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Начальник УКС Демир Гамисоня, выполняя поручение президента, посетил дом-музея Гулия, где ознакомился с положением дел. Как сообщил начальник УКС Демир Гамисоня, здание нуждается в капитальном ремонте. Имеются проблемы с кровельным покрытием, нарушения в работе дренажной системы, некачественная электропроводка, что весьма опасно для хранящихся в музее экспонатов. Также будет проводиться косметический ремонт помещения, но с таким подходом, чтобы постараться ничего не менять и оставить важные элементы в первозданном виде. По поручению Бадры Зурабовича Гунба мы сегодня посетили объект, исторический наш объект, дом, в котором проживал выдающийся абхазский писатель Дмитрий Гулия. Осмотрели объект, действительно есть проблемы с кровлей, есть проблемы с необходимостью проведения капитального ремонта объекта. Но в то же время, учитывая, что это здание является объектом историко-культурного наследия, здесь нужно будет подойти с особым трепетом и учесть все те пожелания и задачи, которые будут даны дирекцией музея. Соответствующие поручения мы сегодня дали нашим сотрудникам. С завтрашнего дня приступят к изучению ситуации. Будет составлена проектно-сметная документация, и по согласованию с Бадрой Зурабовичем, я думаю, что это будет уже после курортного сезона, потому что здесь необходимо будет на хранение убирать экспонаты. Вероятнее всего, после курортного сезона будут проведены работы по капитальному ремонту кровли и проводки и дренажа вокруг здания, для того, чтобы обеспечить сохранность данного объекта. Также будут проводиться косметический ремонт помещений, но с подходом таким, чтобы постараться ничего не менять и оставить это все в первозданном виде.
Президент Абхазии Бадрагунба встретился с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа и директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеславом Чирикба. Обсуждались вопросы деятельности научных учреждений, входящих в структуру Академии наук Абхазии, международные контакты и другие актуальные темы. Речь шла и о проблемах, которые стоят перед учреждениями науки. Руководители министерств и ведомств должны представить до 15 июля межведомственные планы оптимизации деятельности учреждений в рамках подготовки госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы. Такую задачу поставил перед членами правительства премьер-министр Владимир Дылба. Планы оптимизации деятельности учреждений с целью установления оптимальных показателей нагрузки работников сети, повышения качества их деятельности должны быть утверждены до 1 сентября. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц прибыл с рабочим визитом в Сирию. В поездке его сопровождает исполняющий обязанности замминистра Ираклий Тужба. На границе министра встретили посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али, представители департаментов протокола Европы, МИДа России. В ходе визита состоятся встречи с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асадом Хасаном Аль-Шайбани и другими официальными лицами. В Женеве стартовал 64-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности Закавказья. В первый рабочий день по инициативе абхазской стороны была проведена информационная сессия, посвященная свободе передвижения. Абхазская сторона акцентировала внимание на необходимости решения проблемы свободы передвижения для граждан Абхазии с использованием абхазских национальных паспортов. Также состоялась встреча делегации Абхазии со сопредседателями дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ. В ходе встречи прошли предварительные консультации по актуальным темам второго рабочего дня. Порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Республики Абхазия остается без изменений, сообщает МИД. В ведомстве напомнили, что с 30 июня в качестве эксперимента в силу вступают новые правила пересечения границы с Россией для иностранных граждан безвизовых стран. В соответствии с предоставленной российской стороной информацией, эксперимент носит добровольный характер. Отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде на территорию Российской Федерации, говорится в сообщении. Представители Минсельхоза посетили с инспекционной поездкой Гудаутский район, где осмотрели частные хозяйства сельчан, которым была оказана помощь в рамках программы развития сельского хозяйства. Репортаж Алики Трапш. В селе Лыхны представители Минсельхоза посетили частное хозяйство Мсауста Шакрыл. Он уже год занимается птицеводством, в частности разведением кур. В прошлом году вывел до 1500 цыплят, в текущем более 2000. В этом деле ему помогает специальный инкубатор для разведения кур. Мсауст Шакрыл написал бизнес-план в Министерство сельского хозяйства, и его проект был одобрен. На приобретение специального оборудования для разведения птицы ему выделили 600 000 рублей. Ну, я учел, внес туда и инкубатор, и кормушки, и поильники. Очень много чего входит на выращивание птицы. Я все это грамотно преподнес, все ввел. Я прошел комиссию, и они мне одобрили. И вот благодаря них, можно сказать, что по сей день, сегодняшний, я надеюсь, и в дальнейшем я буду заниматься этой деятельностью. У меня сейчас тут находится 800, они сидят в брудерах. Я их пока на улицу не вывожу. Но вывожу только после 2 дня, потому что сейчас роса, и они очень чувствительны к росе. А основная у меня продукция, да, можно так сказать, они находятся у меня на другом участке. Они там уже и по травке бегают, и там у меня все загорожено. Все знакомые хотят именно цыплят купить, но я не хочу именно цыплятами пока заниматься. Я имею в виду распродавать. Мне интересен и яйцо отдавать, и саму курицу. Цыплятами буду продавать
нерентабельно будет, потому что корм дорогой, и он не оправдывает себя. Разведение кур требует внимательного ухода и знаний, особенно когда речь идет о выведении цыплят. После вылупления в инкубаторе цыплят нужно поместить в брудер – специально оборудованное место, где они будут находиться в идеальных условиях для роста и развития. В нем своя температура, свой свет. Он необходим для того, чтобы цыпленок, когда после инкубации, его надо запускать сюда сразу. И тут у него своя температура и своя лампа, та, которая не подпускает, они все могут из-за температуры, там вши у них могут появиться и всякие болезни. Тут лечебная лампа находится и своя температура, да. Это брудер, который необходим при разведении большого количества. С первых дней они тут находятся 3 недели. А в селе Дурепш у виноградаря Занбиева Кирбая на территории в 3 гектара высажено более 7 тысяч корней столовых сортов винограда. Министерство сельского хозяйства оказало помощь селищанину в приобретении саженцев, ограды, столбов. Также ему был выделен трактор для обработки виноградника. Подводя итоги инспекции, заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш дал хорошую оценку увиденному. К тем, которые дают результат, которые относятся, так скажем, ответственно, да, министерство такие проекты ставит в приоритеты на дальнейшую помощь им для развития, когда есть положительный результат. К сожалению, у нас есть проекты, те, которые чуть-чуть хромают, мы их мониторим, подстегиваем, но те, у кого результат, они всегда в приоритете, и в будущем будем им помогать еще больше. Далее представители Министерства сельского хозяйства продолжили инспекцию сельхозобъектов в Гагарском районе. Алика Трапшин, Вера Дженни, Дамир Гонджуа, Абхазское телевидение. Отзывчивый, мудрый, профессионал своего дела. На 77-м году ушел из жизни адвокат Тариел Парулова. Тариел Владимирович работал в Сухумском, Гагарском, Гудаутском и Пицунском РОВД. Занимал разные должности, был заместителем генерального прокурора Республики Абхазия, главным советником спикера парламента, начальником следственного управления МВД. С 2008 года работал в Сухумской городской коллегии адвокатов, а затем и в адвокатском кабинете. Друзья и коллеги вспоминают Тариела Парулова как человека с большой душой и добрым сердцем. Ушел из жизни наш коллега, заслуженный юрист Республики Абхазия. Он проработал очень долгие годы и в правоохранительных органах, и в прокуратуре, занимался адвокатской деятельностью. Более 40 лет он посвятил работе с законом. Он был блестящим адвокатом, юристом, профессионалом своей деятельности. Он передавал знания и опыт молодым специалистам. Тариел Владимирович был неординарным руководителем. Он умел найти общий язык, так сказать, подход к любому сотруднику, располагал искренностью и добротой, поощрял умело за достигнутые успехи. К нему обращались даже опытные адвокаты за советом. К нему обращались и по житейским вопросам. Его советы всегда отличались мудростью. Его отличали всегда и трудолюбие, и дисциплинированность, и умелый подход к своим коллегам и людям, с которыми ему приходилось общаться. Память о нем останется в сердцах его друзей, коллег и всех, кому он был очень дорог. 37 обращений получила справочно-консультативная служба при аппарате уполномоченного по правам ребенка за первое полугодие этого года. Основные вопросы граждан касались алиментных обязательств, социального и пенсионного обеспечения, семейно-бытовых проблем, образования. В основном обращались матери-одиночки, многодетные семьи, а также родственники, воспитывающие детей в сложных жизненных обстоятельствах. География обращений охватывает все районы Абхазии. Однако наибольшая активность отмечается в Сухуми и Гагарском районе. После первичной консультации 61% обратившихся получили исчерпывающую информацию. 29 были перенаправлены в профильные ведомства. 10 случаев потребовали дальнейшего сопровождения службы.
Работа справочно-консультационной службы при уполномоченном по правам ребенка направлена на защиту законных прав и интересов каждого ребенка. Если у вас или у ваших близких, родственников возникли какие-либо вопросы, либо вы попали в любую проблемную ситуацию, связанную с защитой прав или законных интересов вашего ребенка, вы можете обратиться к нам по короткому номеру 3535 в любой из будних дней, и мы готовы будем вас выслушать и оказать любую посильную помощь. Вначале мне хотелось бы затронуть вопросы алиментных обязательств. Так, в справочно-консультационную службу поступило 13 обращений по вопросам взыскания алиментов, изменения их размера, а также принудительного исполнения решения суда. По данному направлению были выявлены следующие проблемы. Это уклонение родителей от выплат, недостаточная информированность о механизмах взыскания алиментов. С обратившимися были проведены разъяснительные беседы о порядке подачи исковых заявлений, взаимодействии с судебными приставами и защиты прав детей. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами. На церемонии присутствовали представители Минздрава, Россотрудничества в Абхазии и организации «Народный фронт», а также наша съемочная группа. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Диспансеризация детей проводилась в Абхазии с февраля этого года и охватила практически все детское население страны. Цель диспансеризации – своевременное выявление и профилактика заболеваний у школьников и воспитанников детских садов. В случае обнаружения патологии у детей была возможность продолжить их обследование и лечение в медицинских учреждениях России. Награды получили 160 медиков, принявших участие в диспансеризации. Во время диспансеризации именно я и мои коллеги занимались флеботологией. Это забор крови у малышей, не только у школьников, но и у малышей, у дошкольников. А двое моих коллег, они занимались по ЭКГ. Они помогали коллегам, снимали кардиограмму. Мы объехали все села нашего района. Я думаю, что все довольны. Всех мы обслужили, и спасибо нашим коллегам. Все они очень внимательно осматривали детей. Такая работа по массовому обследованию детского населения была проведена в Абхазии впервые за последние 30 лет. Осмотры проводили квалифицированные специалисты. Наших коллег, которые принимали участие в первом этапе диспансеризации, вы знаете, врачи уехали, мы их также поблагодарили. Сегодня настала очередь наших абхазских коллег, которые провели колоссальную работу, которые помогли нашим детишкам, брали кровь, все необходимые делали исследования, помогали нашим коллегам. И мы хотим сегодня вас, как говорится, наградить благодарственными письмами. Огромное вам человеческое спасибо за ваш труд. Это действительно впервые в истории Республики Абхазия практически 27 тысяч детишек было осмотрено по всем районам Абхазии. И они сегодня получают ту необходимую медицинскую помощь, в которой они нуждались. Еще раз хочу сказать огромное вам человеческое спасибо. В республике работали 4 бригады российских врачей. Это более 40 специалистов и более 60 медработников Абхазии. Бригады были оснащены мобильным оборудованием, ЭКГ, УЗИ и не только. Диспансеризация охватила абсолютно все районы республики. Мне кажется, что это весьма солидные цифры, за которыми стоит здоровье и благополучие каждого ребенка. Большое спасибо вам за труд, за преданность делу. Мне кажется, вы настоящий герой нашего времени, который каждый день стоит на страже здоровья и жизни людей. Мы сейчас общаемся с детками и с родителями детей, которые уже выехали в те или иные федеральные центры. И они говорят о том, что мы, оказывается, жили там с заболеванием, не знали там ту или иную причину наших недугов. Достаточно редкие иногда бывают заболевания, да. Да, они, может быть, не лечатся, но мы теперь знаем, как с этим жить. Ребенок полноценно, комфортно вливается в свою среду. И это результат всего того, что мы с вами делали, это очень большого стоит. Вот за каждого такого ребенка я вам хочу сказать спасибо. Мы даже выезжали, знаю, что вы тоже выезжали отдельно. Брали потом анализы у деток с инвалидностью, которых осматривали на дому. Это тоже очень важно, потому что не все могут прийти в школу. И это большая такая трепетная история, которая нас всех объединяет. Большую часть детей, которые живут в Абхазии, посмотрели, дали свои рекомендации, дали заключение. Нам даже родители говорили, что в чатах пишут, что каждого ребеночка смотрим как своего.
Это очень важно, что к каждому ребеночку особенное было отношение. Ежедневно проводилось около 1200 лабораторных исследований. Диспансеризация охватила все районы республики. Также российские специалисты осмотрели детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждому из них бригада врачей выезжала на дом. Каждому участнику, начиная от того, кто работал, может быть, всего 3 дня, и тем, кто работал 3,5 месяца, безмерно благодарны. В рамках диспансеризации было осмотрено около 27 тысяч детей. У 16 тысяч из них заболевания были выявлены впервые. Айлита Арутюнян, Налгвинджа, Абхазское телевидение. Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для комплекса очистных сооружений в селе Нижняя Шера. На объекте побывала с инспекцией мэр столицы Тимур Агарба. Осмотрели водовод, пути подхода к очистным сооружениям, все механизмы и всю систему. Сейчас очистное сооружение работает в штатном режиме, сбоев нет. Однако для нормального функционирования сооружения некоторые механизмы нуждаются в замене. В сутки очистные сооружения перерабатывают до 70 тысяч кубических метров сточных вод. 5 июля в Сухуме будут отмечать День города. Утвержден план мероприятий. С 10 утра до 8 часов вечера в парке имени Тараса Шамба маленьких гостей ждут развлекательные мероприятия. С 12 часов дня до 7 часов вечера на площади имени Сергея Багапша пройдет гастрофестиваль. Гостей ждет большое абхазское застолье. С 16 часов в парке имени Баграта Шинкуба пройдут фотовыставка, турнир по стрельбе из лука, турнир по шашкам и шахматам. В это же время в музее Банка Абхазии откроется выставка. В 6 часов вечера на набережной Махаджиров у колоннады начнется праздничный концерт Самарского духового оркестра. В 20:00 на площади перед Абхазским драмтеатром концерт «Мой Сухум» с участием артистов абхазской эстрады, хореографических коллективов и кавер-группы из Самары. После концерта квиз и интеллектуально-развлекательная битва. В 20:00 праздничный фейерверк. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 26 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 13-18, днем плюс 23-28 градусов. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.